Ты мужем можешь и не быть, но папой оставаться должен. Жаль, что не все это понимают. Не понимал это и Сергеев Максим, которого бывшая супруга лишила родительских прав. По лишению родительских прав процесс судебный длился 4 месяца, так как наш ответчик, папа, не являлся на суды, игнорировал их постоянно. Пришлось дело перевести в Кант, чтобы там уже его спросили, согласен он, не согласен. Бывший муж Оксаны Сергеевой более 3 лет не выплачивает алименты на ребенка. Заявляется в школу в нетрезвом состоянии. Все это не могло не отразиться на психике 8-летней Ксении. И кроме того, он в материальном плане не оказывал никакой помощи, там задолженность накопилась огромная. И она пошла мне вперед, пошла мне навстречу, мы с ней быстренько составили, она мне грамотно все помогла составить заявление в суд, она сама в суд заявление подала, она представляла мой интерес. Вы знаете, действительно, без нее, вот правда, я бы, наверное, не смогла, потому что так юридически подкована, я не подкована, и я бы, наверное, не вытянула это бы. О том, что в их городе есть центр бесплатной юридической помощи, женщина знала, но долго не могла решиться прийти сюда. Вообще я узнала давно. Я просто слышала, что действительно есть помощь бесплатная юридическая. Но обычно, когда что-то бесплатное, уже как-то настороженно к этому относишься и думаешь, как обычно говорят же, бесплатный сыр только в мышеловке. И уже думаю, стоит, не стоит. Я, наверное, где-то год думала вообще, обратиться ли, не обратиться ли. Однажды Оксана попыталась получить юридическую услугу у частного адвоката. Меня затребовали 1500 сомов. Для меня это, конечно, большая сумма. Адвокат Центра бесплатной юридической помощи не только провела первичную правовую консультацию, но и в последующем, после необходимых процедур с координатором, оказала квалифицированную юридическую помощь, говоря простым языком, предоставила бесплатные услуги адвоката. В итоге дело было доведено до победного конца. С 1 января 2019 года помощь предоставляют не только по уголовным делам, но и по гражданским и по административным делам. Я имею в виду сейчас о квалифицированной юридической помощи, оказываемой адвокатами. В 2019 году правительство выделило более 70 миллионов сомов на выплату средств за услуги, предоставляемых адвокатами. И если сравнить эти цифры с предыдущими годами, то в 2018 году эта сумма составляла 18 миллионов сомов, в 2017 чуть больше 20 миллионов сомов. То есть вы, как видите, в 3,5 раза были увеличены эти денежные суммы. За период деятельности Центров консультационно-правовая помощь оказана более чем 112 719 лицам. Только за 9 месяцев 2019 года количество обратившихся за помощью граждан составило 65 073, в том числе 1246 лицам с инвалидностью, 656 несовершеннолетним, 16 099 безработным, 23 030 занятым лицам, 14 264 пенсионерам, 9 778 малоимущим гражданам. С какими вопросами чаще всего обращаются в Центры бесплатной консультативно-правовой помощи? Лидируют вопросы, связанные с наследством. На втором месте – консультации, связанные с движимым и недвижимым имуществом и регистрацией юридических лиц. Также граждан интересуют семейные вопросы. Первые 11 центров по предоставлению бесплатной юридической помощи были открыты в Чуйской и Ошской областях в 2015 году при поддержке проекта ПРООН и Министерства иностранных дел Финляндии «Расширение доступа к правосудию в Кыргызской республике». В последующем к этому процессу присоединились и другие доноры. На сегодняшний день по республике функционирует уже 25 подобных центров. Квалифицированную юридическую помощь могут получить те лица, чья заработная плата не превышает 8 750 сомов в месяц. Кто еще может получить помощь адвоката бесплатно? Лица в случае их задержания, подозреваемые, обвиняемые в совершении особо тяжких преступлений, лица с первой и второй группой инвалидности,
лица, страдающие психическими заболеваниями, ветераны Великой Отечественной войны, несовершеннолетние, матери и отцы-одиночки, военнослужащие срочной службы, престарелые граждане, проживающие в домах-интернатах. По итогам 9 месяцев 2019 года квалифицированная юридическая помощь в сфере гражданского, административного и уголовного судопроизводства оказана 11 601 лицу. Для сравнения, в 2018 году 5617 гражданам, в том числе по уголовным делам 10 696, по гражданским и административным делам 905. Важно, что для повышения качества юридических услуг были приняты соответствующие нормативные правовые акты и утверждены стандарты качества работы адвокатов. Если есть жалоба на качество оказанной юридической помощи, мы эту жалобу перенаправляем в соответствующий совет при адвокатуре, который рассматривает эти жалобы и принимает решение по вопросу касательно качества оказанной юридической помощи. Со стороны государства мы пошли навстречу, увеличили тарифы, и плюс ко всему этому мы сейчас вырабатываем такие требования, да, для того, чтобы оплата за услуги адвоката происходила после обратной связи с клиентом. Если клиент, скажем так, будет недоволен предоставляемой юридической помощью, то, естественно, это тоже повлияет на конечный результат и на конечную выплату. На правовую помощь могут рассчитывать не только граждане Кыргызской республики, но и лица без гражданства, беженцы и иностранцы. Для того, чтобы получить бесплатную консультацию, пройдите на сайт www.ukuk-jardam.gov.kg, где вы найдете все нужные необходимые контакты и адреса центров. Центры по оказанию бесплатной консультативно-правовой помощи функционируют во всех областях страны. В Чуйской области в городах Токмок, Кант, Карабалта и в селе Беловодское. В Бишкеке в Чуй-Бишкекском управлении юстиции. В Иссык-Кульской области в городах Каракол, Чулпан-Ата, Балыкче. В Ошской области в городах Ош, Карасу, Ноухат и в селах Каракулджа, Гульчо, Араван. В Джалабадской области в городах Джалабад, Каракөл, Кербен и в селе Базар-Кургон. В Баткенской области в городах Баткен, Исфана и Кадамджей. В Таласской области в городе Талас, а в Нарынской области в городе Нарын, а также в Кочкорском и Атбашинском районах. Вы также можете воспользоваться интерактивной картой на сайте legalmap.gov.kg. Здесь вы найдете информацию обо всех поставщиках юридических услуг по всей республике. Государственных – это суды, прокуратуры, отделы милиции, территориальной адвокатуры, управление по защите семьи и детей, нотариусы и другие. Негосударственных – общественные организации, пробоно, юристы и адвокаты, кризисные центры, суды аксакалов, женские советы, частные юридические фирмы, частные адвокаты и другие.